А в эти дни проводится республиканская предметная олимпиада вузов России в нашей республике. Эта олимпиада проходит уже в 14-й раз. И более подробно о ней нам сегодня расскажет Анна Кузьменко, исполняющая обязанности руководителя отдела высшего образования и целевой подготовки Министерства образования и науки, и Владислав Бабин, представитель Новосибирского государственного аграрного университета. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, по каким предметам проходит олимпиада? Республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации в Республике Саха-Якутия, да, как вы и сказали, проводится 14-й раз. Проводится она по предметам традиционным. Это математика, физика, биология, химия, география, история, обществознание. Ребята пишут 2 предмета тестовых, соответственно, на местах обучения. Дистанционно проводится олимпиада. С 18 числа она проводилась в республике в целом, в районах. И сегодня она стартует в городе Якутске, в Алдане и в Нерюнгри. А что дает эта олимпиада самим школьникам? Они могут по результатам ее поступить сразу в вуз или... Олимпиада является первичным этапом отбора на целевое обучение. В этом году у нас критерии оценивания – это дополнительные 10 баллов к результатам единого государственного экзамена в рамках республиканской приемной комиссии. То есть за участие? Нет, или за победу? За победу. А вообще как ребята попадают на саму олимпиаду? То есть им нужно где-то вначале победить, да, чтобы попасть к вам? Или любой желающий может? Любой желающий. Заявки составляет управление образования районов, соответственно, направляет их в Министерство образования. Ага. Владислав Николаевич, скажите, пожалуйста, как составлялись олимпиадные задания, да, для вашего университета? И вообще в целом, как вы оцениваете уровень подготовки наших ребят? Задания составляются вообще полностью методическими комиссиями, которая создана из представителей всех вузов, которые принимают участие, традиционное участие принимают в наборе ребятишек на целевую подготовку. Уровень, как и показывает, в общем, разный. Есть звездочки, а есть ребята, которым нужно подтянуть свои знания. В первую очередь эти олимпиады призваны для того, чтобы ребята еще раз сверили часы, что называется, посмотрели, что они упустили, какие пробелы в знаниях у них есть. Потому что, как сказала Анна Сергеевна, что это предварительный этап, основной этап будет именно на основании зачисления в вуз, будет проходить на основании баллов ЕГЭ. Здесь участие в олимпиаде это будет как портфолио, и это, естественно, им пойдет зачет. То есть они будут преимуществом пользоваться ребятишки по сравнению с теми, кто не участвовал в этих олимпиадах. А по каким предметам именно в ваш университет, ребята? В наш традиционно это математика профильная, да, то есть для поступления мы поэтому, то есть усиленная математика, биология и физика. А вообще много ли якутян обучается в аграрном университете Новосибирска? Да, вы знаете, на протяжении последних где-то 15-16 лет у нас идет методическое увеличение ребят, которые обучаются из Республики Саха-Якутия. И в настоящий момент не только по линии министерства, который целевой набор осуществляется, а вообще самостоятельно приезжают ребята. То есть около 200 человек у нас обучается на агротехнологических направлениях специальностей. Ага. Я еще слышала, да, наверное, Анна Сергеевна, к вам вопрос, да, что в нормативной базе целевого обучения произошли некоторые изменения. О каких изменениях вообще идет речь? Да, на федеральном уровне 3 августа был принят закон о совершенствовании целевого обучения. 21 марта было принято положение о порядке заключения договоров о целевом обучении. Существенными изменениями является то, что обязательства работодателя немножко усиливаются. В данном случае работодатель обязан возместить при неисполнении обязательств по трудоустройству, он должен возместить не только среднемесячную зарплату выпускнику, который должен был трудоустроить, но и также возместить расходы образовательной организации по его подготовке. О, ничего себе! Это получается, если он не трудоустроил, да, выпускника, то есть он выплачивает и зарплату, и за обучение. И за обучение образовательной организации. А зарплату это в течение какого времени он должен выплатить? Среднемесячную зарплату, действующую на регионы, в течение разового выплаты. То есть за 1 месяц? Да, действительно, очень сурово. Итак, сейчас проходит олимпиада, да, но многие ребята, которые, может быть, сейчас только услышали, что олимпиада проводится, да, какой совет вы можете дать тем, которые хотят на будущий год, да, принять участие в олимпиаде, соответственно, может быть, добавить себе баллы, да, к ЕГЭ? Вообще, в каких числах обычно проводится эта олимпиада? Олимпиада всегда проводится в период мартовских каникул. В районах она начинается чуть раньше, с 18 числа.
Вся информация у нас размещена на сайте Министерства образования и науки в разделе «Абитуриенты». Актуальная информация, которая действует сейчас по проведению этой Олимпиады и также на будущий год. Проект плана приема на будущий год будет формироваться где-то в декабре месяце. Заявки отраслевые заказчики подают до 1 ноября. Соответственно, по их потребности формируется план приема. Владислав Николаевич. Ну, что хочется пожелать ребятам? Конечно, они должны готовиться. То есть это участие в Олимпиаде, это не просто как бы для галочки, потому что в дальнейшем это будет решаться судьба ребенка. То есть он должен попробовать, посмотреть, чему у него душа лежит, либо физику сдавать, либо химию, либо географию, либо обществознание, если он решил связать себя с гуманитарным профилем. Поэтому, то есть нужно работать, методично работать, тем более последние годы это, как я уже сказал, это, ну, как бы судьбоносное решение в жизни не только ребенка, но и их родителей, потому что они должны определить вектор развития и роста ребенка на всю последующую жизнь, я бы сказал. А вот эта Олимпиада, она в какой форме проходит? Она вот похожа, да, на экзамены ЕГЭ или как-то иначе это все? Уровень примерно ЕГЭ, тестовые задания рассчитаны на 2 часа, оценивание в 100 баллов. Соответственно, ребенок вот участвует по 2 предметам, которые являются профильным по данному направлению, которое он выбрал. А вообще, как много ребят поступает из Якутии вот через вот, ну, целевая подготовка? В прошлом году план приема был в количестве 207 мест. То есть в прошлом году у нас поехало на учебу за пределы республики 207 ребят. В этом году пока цифры только утверждаются в связи с тем, что принятие нормативного акта было только 21 марта, и не все вузы еще подтвердили квоту целевого приема. А когда это будет известно? Я думаю, что по постановлению правительства срок принятия нормативного правового акта у нас до 1 июня. А вот больше всего мест это вот какие вузы, каких городов предоставляет? Москва, Петербург, наверное, да? Нет, все зависит даже не от городов, а от направления подготовки. То есть преимущественно это у нас медицина, это у нас техника, технология, педагогика, сельское и аграрное хозяйство. Ага, гуманитарным наукам меньше, да? Гуманитарные науки только в качестве педагогического образования. Что понятно. Огромное спасибо вам за интересную познавательную беседу. Приходите к нам чаще. Владислав Николаевич, я желаю вам удачи. Приезжайте к нам в Якутск почаще.